Наш принтер интересен тем, что он позволяет проводить различного рода модернизации. К примеру, мы можем поменять печатающую головку на фрезерную, заменить стол, и это будет уже ЧПУ-станок. Заменить в этом принтере можно ось, по которой ходит экструдер полностью, она фиксируется всего на 4 винтах. Здесь съем происходит буквально в 15 минут. А яшчэ ён можа друкаваць шакаладам. Распрацоўка неабходных камплектуючых якраз зараз і займаюцца брэсцкія кулібіны. Гэты 3D-прынтер цалкам студэнцкая работа. І калі юныя інжынеры зазірнулі ў будучыню, прадстаўнікі махроўскай сярэдняй школы, наадварот, у мінулае. Падчас школьных паходаў яны знайшлі былы штаб пінскай партызанскай брыгады часоў Вялікай Айчыннай вайны. 3 гады работы, і ўжо зараз аўтары дэманструюць на макеце адрэканструяваныя аб'екты – зямлянку, фортифікацыйныя збудаванні і акопы. И означают еще больше работы напереди. Первый год это была моя инициатива. Все последующие года это была уже инициатива детей. Поэтому и в этом году тоже мы планируем посетить этот объект и провести дальнейшие работы. Проект этот важен, потому что для воспитания нынешней молодежи в дальнейшем он может использоваться для проведения каких-то уроков по краеведению, по истории, также использоваться для проведения уроков по географии. Ужо другі год запар юных талентаў збіраюць у брэсцкім навукова-тэхналагічным парку. Павітаў удзельнікаў і незвычайны госць. Сёння на суд журы прадстаўлены распрацоўкі ў сацыяльнай і медыцынскай сферах, сельгастэхналогіях і тэхнічнай вынаходніцтвы, каля 50 праектаў. Склад экспертаў разнапланавы, прадстаўнікі маладзёжных аб'яднанняў, IT-сферы і выканаўчай улады. Сама проектная форма, конечно, для детей интересна. Сейчас это очень модно и нужно писать проекты, реализовывать свои идеи, потому что в любом случае, когда ребенок либо молодой человек просто придумал какую-то идею, он зачастую иногда жалеет, и эта идея реализовалась кем-то другим, он даже жалеет. Блин, я же раньше это придумал, и мне хочется, то есть почему я этого не реализовал раньше? Здесь они учатся, как правильно преподносить, со многими работают преподаватели, если это высшее учебное заведение, как правильно защищать проекты, как правильно говорить, что нужно вместить в это минимальное время для того, чтобы человек, потенциальный работодатель, услышал тебя. Чтобы увидеть и оценить те тенденции, которые движется молодежь, да, что их интересует, что им нужно. Вот, и выбрать пару проектов, которые реально можно было бы воплотить в жизнь. За 5 гадоў удзельнікі конкурсу «100 ідэй для Беларусі» сталі больш за 1000 юнакоў і дзяўчат. Ёсць ужо і прыклады паспяховай рэалізацыі праектаў. Где-то около 50 проектов у нас разного уровня в регионах. То есть на уровне отдела образования, на уровне поддержка районных исполнительных властей, привлечение средств заинтересованных структур. Такие примеры у нас есть в Ганцевичах. Самым ярким, конечно, примером это являются у нас технические проекты Любахинца Антона, который стал победителем республиканского этапа и который на сегодняшний день является уже резидентом нашего Брестского технопарка. Усяго на рэспубліканскі этап адбяруць 15 лепшых. Фінал конкурсу «100 ідэй для Беларусі» адбудзецца ў лютым. І, мабыць, сярод іх будуць свае, сучасныя, алфёравы ці чыжэўскія. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».